Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Мы опять говорим о важном. А важное у нас всегда, вот как бы последнее время, это связано с инвестсоглашением, то есть предоставлением гарантии российским инвестициям в Абхазии. И в понедельник состоялась встреча в парламенте, закрытая встреча. Это были, как я понимаю, комитетские слушания, но, опять же, без прессы. Такая уже тенденция у нас пошла, что какие-то важные судьбоносные там вещи обсуждаются без прессы. Но, тем не менее, у нас есть возможность как бы от первого лица поговорить с человеком, который присутствовал на этом заседании. Ишсоу Какаля, Ишсоу, добрый день. И что, начну все-таки вот как бы с самого такого. Какие настроения? Мы слышали комментарии там, когда выходили как бы представители оппозиции после заседания, но все-таки, тем не менее, вот градус настроений в парламенте каков? В ходе вот этих обсуждений я вот как-то сам не почувствовал. Вот мне бы хотелось бы, вот, что думают депутаты, какие там настроения? Здравствуйте, Инал. Очень приятно находиться в вашей студии снова. Какие настроения в парламенте? В парламенте достаточное количество разных людей, и настроения, соответственно, разные. Конечно, видно сразу депутатов, которые готовы голосовать за любую инициативу власти. Есть такие, есть те, кто объективно пытается разобраться в существе вопроса. Есть те, которые категорически против и готовы обосновывать свою позицию и отстаивать ее. То есть настроения самые разные. Но сказать о том, что сегодня парламент готов проголосовать за, слава богу, не приходится. Вот такого рода настроения в парламенте я, к нашему счастью, не увидел. Но, с другой стороны, вот в декабре в прошлом году, после там известного заседания по поводу Пицунды, там одновременно приняли приняли закон, по которому всякие международные соглашения, они обязательно должны пройти перед подписанием, перед подписанием они должны получить одобрение парламента. Но я как понял, вот в какой-то форме вот одобрения. То есть они сейчас, парламент должен сесть, проголосовать. Там. Как вообще это? Об этом мы говорили очень много и давали оценку этим изменениям в закон о международных договорах. То есть в соответствии с теми изменениями, которые были внесены после голосования по госдаче Пицунда, теперь проекты соглашений до подписания должны пройти согласование в Народном собрании, в парламенте. Вот. Какая форма этого согласования? В регламент изменений внесено не было. Но я так предполагаю, что, наверное, простым голосованием, путем голосования. Там, дает парламент согласие или не дает парламент согласование. Я думаю, таким образом. Мне сейчас сложно, потому что это сейчас первый раз, кстати говоря, парламент будет давать согласие на подписание этого соглашения, так называемого инвестиционного соглашения, или откажет в даче этого согласия. Сейчас на этом этапе, как мы понимаем, как мы поняли из заседания вот этих двух комитетов, парламент после рассмотрения вопроса о даче согласия на подписание исполнительной властью соглашения, так называемого, вот мы его называем так коротко, инвестиционного соглашения, парламент, получается, ответил отказом, так как он внес свои поправки. 20 поправок в ту редакцию, которая была представлена в парламент, в эту редакцию было внесено около 20 поправок. И эти поправки были направлены, соответственно, в исполнительную власть. Вот. По той информации, которую мы имеем, принимать во внимание и вносить изменения в первоначальный проект соглашения исполнительная власть отказалась. Чем она мотивировала, какие аргументы у исполнительной власти, сказать сложно. Мы знаем, это было в средствах массовой информации, депутат Кан Кварчи обратился с соответствующими запросами к представителям исполнительной власти. Вот. Ответы были получены неполные, и соответствующие запросы были направлены вновь. Вот. Кто является заинтересантом, скажем так, Российской Федерации, подписание этого соглашения,
официального документа так и не последовало. Ну, мы, Не поступило, вернее. в принципе, так знаем. Не поступило. Не поступило. Так вот в информационном поле так вот, имеется информация о том, что заинтересантом этого соглашения является юридическое лицо Монтера Групп, То есть, принадлежащее бывшему губернатору Краснодарского края. Вот такая информация. то есть, я так понимаю, в общем-то, вот эти поправки, ну, я как знаю вообще ситуацию, да, эти поправки были отправлены юристу Монтере. Юрист Монтера как бы их забраковал, и они вернулись. То есть эти поправки к соглашению не были отправлены ни в правительство России, там, ни в администрацию президента. Вот юрист Монтере, он дал, в общем-то, свое заключение, и как бы наше правительство сказало есть, и как бы... Нет, Инал, здесь, наверное, очень важно, что мы берем за основу. Вообще, вот, как мы, с какой позиции мы оцениваем происходящее? С позиции права, с позиции информации, которая попадает в средства массовой информации, или с позиции того, что все знают, но никто не может подтвердить или опровергнуть? Это разные. Ну послушай, что все-таки это известное заседание, комитетские слушания были, когда там были члены правительства, да, и тот же депутат Канкварча задавал вопрос. Запросы посылали, да, там насчет, предъявите, пожалуйста, там официальную переписку по поводу вот этого соглашения. Далее всплыло про эту Монтеру, о нем уже как бы порезвились все, кому не лень, да, но никакого официального опровержения не было, да, то есть вот есть еще список, да, тех, которые там получили, там вроде бы эти, как кредиты, да, то есть один депутат заявил, я здесь не при делах, другие промолчали, то есть, ну, я... Самым оставив... Да, пищу для размышления. Да. Я исхожу из этого. Право, не право. Мы вообще как-то запутались, где вообще это право находится. Мы уже как бы пляшем. Да, то есть у нас и Конституция, и законы вот как-то уже давно подмяты. И я исхожу, в общем-то, из какой-то логики действия. Да? То есть мы, в принципе, у нас власть такая закрытая, что нам приходится как бы, в общем-то, какие-то вещи додумывать, да, что-то происходит. Но, тем не менее, в общем, ситуация достаточно в этом плане ну, интересная. Да? То есть я вот спросил тебя о том, как сейчас принимают. То есть ты говоришь, парламент, в общем-то, не одобрил. В реальности, да, то есть механизм там не может там спикер парламента сказать, ну вот мы прослушали, а я вот тут решил, и это как бы все подписываете, да, то есть должен быть какой-то все-таки, это коллегиальный орган, парламент, да, там, в общем-то, как-то они голосованием вопросы решают, да, принимают. Но вчера смотрю в одном из телеграм-каналов президент, там видео, там президент российскому какому-то телеканалу, видимо, дает интервью и заверяет, что в ближайшие дни, там, в ближайшее время это соглашение межправительственное будет подписано. Как оно может быть подписано, если парламент свою резолюцию о том, что вот мы готовы, как бы, мы одобряем это соглашение, этот проект соглашения, его нет. Инал, вот задавая вопрос, вы сказали такую страшную вещь, что Конституцию, все наши законы подмяли и так далее. Вот давайте отделим одно от другого. Нынешняя власть во главе с президентом Асланом Бжани в 2020 году, исполнительная власть, взяла на себя обязательства, подписав план гармонизации. И вот это очень важно отметить и закрепить. Подписывая план гармонизации, исполнительная власть взяла на себя обязательства, в том числе за законодательную ветвь власти, тем самым нарушив требования Конституции, в которой четко и ясно прописан принцип разделения властей. Также четко и ясно указано, что все ветви власти действуют самостоятельно. И
друг от друга не зависят. В нарушение этой нормы подписан план гармонизации, еще раз повторяюсь, в котором исполнительная власть берет на себя обязательства за законодательную ветвь власти. Это вот один момент. Та переписка, о которой вы говорите, депутата парламента Кварча с исполнительной властью, вот в этой переписке в одном из документов так вскользь проскочила информация о том, что, оказывается, 12 марта вот этот план гармонизации, подписанный в 2020 году, были внесены корректировки, в соответствии с которыми вот это соглашение, о котором мы сегодня говорим, попало вдруг в план гармонизации. Вот тут возникает вопрос, кто, когда, где и на каком основании и кто вменил им такие полномочия вносить изменения в план гармонизации, подписанный в 2020 году. Это очень важный вопрос. Потому что от этого зависит будущее нашего общества и нашей республики в целом. На эти вопросы ответа нет. Никто этот ответ давать не собирается. Вот то заседание, о котором вы говорите в понедельник, где мы присутствовали, оно прошло тоже в закрытом режиме. На наш вопрос, мой в частности вопрос, кто принял решение в соответствии с регламентом Народного собрания, такого рода решения принимаются путем голосования. Я задал вопрос, кто голосовал, когда, где, кто принял такое решение. Тут же началось со всех сторон, что никакого голосования быть не должно было. Вот мы обсудили, мы решили, мы такое решение приняли и так далее. А как же принцип гласности? А куда мы дели демократию? А куда мы дели право? А куда мы дели все остальные вопросы? Я почему об этом говорю? Понимаете, вот к большому сожалению, мы живем в реальности, в которой нарушается Конституция, обговорили это и пошли дальше. Нарушается регламент, обговорили и пошли дальше. Нарушаются законы, зафиксировали и пошли дальше. Вопрос ответственности никто не ставит. А это очень важный вопрос. То есть, я об этом говорил многократно, и повторюсь еще раз, я не устану об этом говорить. Судьбоносное может быть соглашение. Вполне возможно, что те нормы, которые заложены в этом соглашении, могут быть судьбоносными для нашего государства, для нашего народа. Эти вопросы обсуждаются вдруг в закрытом режиме. На вопрос, почему, никто внятного ответа дать не может. Теперь вернемся к тому, о чем вы, вот в вашем вопросе прозвучало, что президент страны, давая интервью одному из каналов, телевизионных каналов Российской Федерации, заявил о том, что он намерен подписать это соглашение в ближайшее время. Ну как он может быть как он может говорить о том, что он будет подписывать соглашение, в то время как в соответствии с законом, в соответствии с Конституцией, парламент, Народное собрание Республики Абхазия, парламент такого согласия еще не дал. Согласование этот документ еще не прошел. Понимаете, ну, это тревожные знаки, это очень показательно. Это показательно отношение к Конституции Республики Абхазия, действующим законам. Вот всю новейшую историю законодатели нашей страны, формируя законодательство в той или иной области, создали огромное количество защитных механизмов. Вроде внесения изменений в закон о международных договорах. Вот у меня складывается впечатление, что вот эта вот попытка обойти это законодательство оформилась в предлагаемые систематические международные договоры и соглашения. Как известно, международное право выше национального законодательства. И вот такая короткая дорога, чтобы не заниматься соответствием. Не зацикливаться на мелочах. Да, ну можно и так сказать, с иронией, можно сказать и так. Не зацикливаться на мелочах. Это очень тревожно, и об этом надо говорить, об этом надо сообщать обществу. Общество должно быть в курсе, что происходит, понимаете? Я считаю, это очень важно. Ну, у нас не только на этой стадии, я думаю, международные соглашения, просто как бы оно понятно по нашему законодательству,
там выше, чем обычное законодательство. Ну, международные соглашения, они выше нашего законодательства. Это везде так? Да, это не везде так. В России, кстати говоря, они приняли, что международные соглашения не могут быть. Так все просто там тоже. Вы понимаете, международные обязательства стороны по определению не могут соответствовать национальному законодательству. По определению. Понимаете, это нормальная международная практика. В этом нету никакой крамолы, как говорится. Это нормально. Другое дело, насколько при составлении этих международных соглашений учитываются интересы той или иной стороны. Кстати говоря, об этом многократно говорили. Вот эти проекты соглашений, которые нам предлагаются сегодня, составлены не в Республике Абхазия. И составители этих соглашений в первую очередь учитывали свои интересы. Понимаете? Это факт. Ну, понятное дело, я помню еще истории, когда в такого рода документы забывали убрать федеральное, слово федеральное. То есть это хроническая история, когда у нас те или иные инициативы законодательные приходят из России. Нет, это разные вещи. Нет, и тексты соглашений. Нет, тексты соглашений разработанные. Понимаете как? Закон, допустим, да, который там абхазский законодатель берет за основу российское законодательство и потом его с определенными изменениями принимает здесь, это одно. А когда предлагается подписание международного соглашения, которое разработано в Российской Федерации с учетом интересов, в данном случае российского инвестора, И личных интересов. Отдельных чиновников. Да, это мы уже додумываем, как говорится. Это разные вещи. Это совершенно разные вещи. Но, тем не менее, я смотрю некоторые соглашения, которые имели резонанс. Там, в принципе, очень какое-то вольное прочтение абхазского законодательства во многих местах. То есть я в этом соглашении по инвестициям, я просто хочу спросить, как человека, который имеет большой стаж юридической работы, да, то есть квалификации предостаточно, чтобы дать правовую оценку. Вот у нас земля не является предметом купли-продажи. Как она может стать предметом залога? Она может стать? Земля предметом залога стать не может. Если она не является предметом купли-продажи. Нет. Де юре земля предметом залога быть не может. Но предметом залога может стать объект собственности, который расположен на том или ином земельном участке. И де-факто залогом станет и земля тоже. Это кстати говоря, один из тех моментов, на которые мы обратили внимание наших депутатов. То есть там стоит, условно говоря, какой-то сарай, а при нем я не знаю, гектаров 100 земли. Есть объект, на который получается свидетельство о собственности, которому в привязке идет земельный участок и является неотъемлемой частью этого объекта. То есть, еще раз, я сейчас подведу черту. Де юре земля у нас не продается, при этом залога не является, и, в общем-то, все остальные, как говорится, красивые юридические формулировки. А де-факто, по нормам, заложенным в этом соглашении, она может являться предметом залога. Как она может? Об этом и речь. Да. Потому мы и выступаем против, и не только поэтому. Там целый ряд норм, с которыми мы согласиться не можем категорически. Потому мы и выступаем против. Понимаете, нас все время пытаются, оппозицию, оппонентов власти, все время пытаются обвинить в том, что мы против развития, что мы, я не знаю, эмоционально подходим к вопросам, дилетанты. Там много, как говорится, разных обвинений в наш адрес. Мы обосновываем свою позицию. И
Кстати говоря, то, что наши опасения верны и не считаться с ними не получится, очень красноречиво доказала история с госдачей Пицунда. Когда власть отвергала все наши аргументы, а потом вдруг в ночь с 26 на 27 внесла изменения в действующее законодательство с учетом всего того, о чем мы говорили. Тем самым согласившись с тем, что наши аргументы были верными. В отношениях с этой командой опытных управленцев такой прецедент уже имел место. И он очень красноречиво указывает на то, что все-таки мы оказались правы. Но вообще сейчас как ожидается? Вот просто как бы парламент как-то у него есть какие-то сроки для рассмотрения вот этого соглашения? Вы знаете, парламент... Или это тоже не регламентировано, не прописано? Но с другой стороны, президент заявляет, что в ближайшее время будет подписано. Как оно будет подписано, если парламент не дал согласие? Ну, понимаете, если одно другому противоречит. С таким же успехом можно было заявить: я не собираюсь больше играть в право, я не собираюсь больше играть в демократию, я подписываю, и ваше мнение мне безразлично. Вот. Ну, это, в принципе, одно и то же. Но я исхожу вот из какой-то конкретной ситуации. У нас, в общем-то, президентские выборы на носу, да, и вот как бы там срок он такой гуляющий, да, да. И вроде бы и Сергей Шамба, кажется, заявлял о том, что у нас где-то будет в конце января примерно, да. Я вот не помню, да, вот что-то такое, да, на конец января, то есть это фактически у нас там осталось там чуть, да, чуть больше 2 месяцев. Чуть больше 2 месяцев осталось до выборов, и исходя из того, что, в общем-то, вот без этого соглашения, то есть президенту кровь из носа, наверное, я так понимаю, нужно, чтобы это соглашение было принято до президентских выборов. Наверное, мы так предполагаем. Да. Но, значит, это соглашение, то есть оно будет, наверное, подписано там в ближайшее время и опять вернется в парламент. И то есть парламент, который там 20 замечаний, поправок внес, и которые отвергли, и то есть он должен ратифицировать этот документ, и парламент наверняка, как бы он, там люди тоже самолюбивые, то есть их там, да, и то есть он опять в позу встанет, и опять будет скандал. Как вот с этой ситуации выходить? Со скандалом? Ну, я не знаю, там, то есть, ну, мы попали, вот, как говорится, в такую ситуацию. Каждое нарушение закона общество в лице граждан, общественных организаций, общественных деятелей, объединений, союзов эти нарушения фиксирует. И каждое нарушение закона носит накопительный характер. Наша собственная история многократно доказала нам, что рано или поздно общество на нарушение закона отвечает нарушением закона. Это аксиома. Ну, так было всегда, везде, так было у нас, и я не сомневаюсь, что так будет вновь. 2014-2020, я так понял. Я Ситуация. хочу вам напомнить, когда вот мы с вами встречались, это был, по-моему, 21 год, 20-й, когда мы предлагали инициативу, и вот там мы очень долго с вами говорили о том, что нам нужно уйти от противостояния, что вот наша инициатива Эдгылар именно на это и была нацелена и так далее. И вот мы тогда об этом говорили. Вот прошедшие 4 года мы систематически находимся в режиме противостояния. У нас были известные события 21 года, понимаете, и вот это вот перманентное противостояние и дестабилизация внутриполитического поля, это стало спутником нашей вот повседневности. Понимаете, когда заканчиваются аргументы, как правило, берутся за палку. Это закон жизни такой.
И мы в этом смысле как общество не исключение. Вы понимаете, вот по апартаментам, например. Вот возьмем пример апартамент. Вот такая агрессивная была попытка продавить быстро, наскоком, закончить. Власть была вынуждена отозвать этот законопроект. Почему? Потому что она толкнулась на противодействие обществу. Потом, я об этом говорил, еще раз повторяю, потом его изменили название этого законопроекта, вновь запустили, и когда увидели, что протест в обществе набирает обороты, причем очень быстро набирает обороты, снова отозвали. И ведь отозвали не потому, что осознали вредоносность этой идеи, а потому что поняли, что кончится ничем хорошим для власти, это не кончится. Именно потому и отозвали. Понимаете? И вот в обществе мы общаемся с людьми, взаимодействуем, там, да, разные бывают ситуации. И в обществе все чаще звучит вопрос, а какая ответственность у власти, какая ответственность у конкретных чиновников за то, что время от времени предлагаются инициативы, которым общество вынуждено противостоять. Это очень серьезный вопрос. Это, может быть, один из таких самых важных вопросов. Вот вы говорите, что выборы, там, мы не знаем, через 2 месяца, 3 месяца и так далее. Ну, с таким багажом идти на выборы, я, честно говоря, считаю, что это не самое мудрое, что может сделать наша исполнительная власть. Но это ее выбор, понимаете? Ну, я понимаю, да, наше общество периодически, когда вот между властью и обществом наступает критическая степень недопонимания, у нас происходит там то, что происходило в мае 2014 года, в январе 2020 года. Но, тем не менее, наверное, общество тоже устало от таких форм перетряхивания, да, системы управления, то есть людей, которые находятся во власти. Речь идет все-таки об ответственности закона, потому что несмотря на то, что было и 14-е годы, и 20-е годы, приходили совершенно новые люди, тем не менее, никакой борьбы с коррупцией, ни борьбы с каким-то правовым нигилизмом и так далее у нас вообще ничего. То есть мы все время начинали с белого листа. Вот про накопительный характер, да? Но, в общем-то, мы этого накопительного характера, то есть оно накапливается, но как все это, вот когда наступает этот период ответственности, когда люди за, в общем-то, принятые решения, и многие вот решения, которые на самом верху принимаются, они, в общем-то, резко диссонируют с нашим законодательством, иногда и даже с Конституцией, да, и я уже не говорю о каких-то таких мелких вещах, как вообще абсолютно закрытая власть, нет никакого доступа к тому же в тот же парламент, да, то есть закрытые слушания, то есть, в общем-то, общество вообще практически осталось за бортом, да, вот какой-то круг людей что-то обсуждают, что-то решают, что-то принимают, а всем нам по этим законам жить. И вот этот накопительный характер, даже вот если вот у нас сейчас будут выборы, там власть поменяется, вообще нет абсолютно никакой надежды, что вот как-то это будет вытащено из этих закромов, да, куда это все накапливали. Да, нет, и будет дана правовая оценка. Правовая оценка тому, что было сделано. Я понял. Инал, вот мы как-то говорили об этом на площадке Апснахабар, по-моему, если не ошибаюсь. Мы говорили о том, что общество сегодня в отстаивании своих интересов вышло на новый уровень. Вот вы помните ситуацию по апартаментам, когда власть огородилась сама и огородила представительный орган, Народное собрание, забором,
общество ответило тем, что начало каждый на своем избирательном округе приглашать депутатов и общаться с ними вне стен парламента. Это вот такая здоровая реакция общества. В этом смысле мы, безусловно, вышли на новый уровень. Дальше. В обществе запрос на привлечение к ответственности лиц, нарушающих закон, созрело. Запрос назрел, как хотите назовите, и общество будет это требовать. То, о чем вы говорите, что власть закрылась забором, кулуарно что-то решает, этому тоже общество дает оценку и отвечает взаимностью. На это прямо указывает рейтинг власти, который все мы прекрасно ощущаем. Рейтинг сегодня крайне низкий, потому и низкий. Вот пока мы, как общество, как народ, как нация, как угодно, пока мы не признаем в полном объеме нашу Конституцию, пока мы не поймем, что Конституция – это основной закон страны, священный, если хотите, закон страны, и пока мы не признаем в полной мере наше национальное законодательство и не начнем его исполнять, мы будем жить примерно так, как вы описали. Об этом очень важно говорить. Нет страны, которая смогла состояться, игнорируя закон. Так не бывает. Нету организации, которая могла бы успешно развиваться и при этом не жить по определенным правилам, по определенным нормам. Так не бывает. Понимаете, и если следующая власть, которая, дай бог, сменится, и придет другая власть, и пойдет по пути нынешней власти, ее ждет примерно то, что ожидает эту власть. Я думаю, просто это уже будет развал полный абхазского государства. У меня вообще понимаешь, мы наверное, уже дошли до черты, да, и это видно по электоральным настроениям, да, то есть протестные настроения огромные. Это относится ко всему вообще политическому классу. То есть это не отдельно там к власти, да, ко всему политическому институту, да, то есть политическому классу. То есть это все от чего происходит? От того, что, допустим, условно говоря, там одни сменили других, потом опять пришли другие, то есть, а ВОЗы ныне там, в общем-то, тот же инструментарий и так далее и тому подобное. То есть общество, оно требует, про Конституцию, про законы, да, мы сейчас говорим о том, что нужно соблюдать. Нужно, наверное, когда там, я не знаю, там от этой власти я уже ничего не жду, если честно, да, то есть когда власть, да, сменится, да, то есть новая, когда приходит власть, она, наверное, уже должна сразу же показать, в общем-то, чего она собирается делать, да, наверное, провести ревизию, да, понятно, что мы тогда, да, но, к сожалению, этой ревизии у нас не происходит, она не произошла ни в 2014 году, ни в 2020 году, и мы, в общем-то, мы поняли, что самое удобное для власти это превращаться в закрытый клуб, да, партийная номенклатура, да, это сытно, причем очень сытно, да, в общем, зачем заморачиваться на каких-то таких проблемах, которых тебя пытаются, которые до тебя граждане пытаются донести. И у нас так происходит. И мы сейчас накануне выборов, да, стоим, накануне президентских выборов. У нас очень много всяких вызовов, да, мы все время обсуждаем какие-то соглашения. Так получилось, как будто бы мы этот период, очень долгий период, мы ни об одном внутренней абхазской проблеме, в общем-то, за эту пятилетку так и не говорили. Да? Мы говорили. Нет, так акцентированно
как мы говорим, условно говоря, там, за апартаменты, как власть там, как бы упорно схватилась за них, там, сейчас за инвестсоглашение, за еще что-то. То есть я бы хотел бы все-таки, чтобы мы, наша политическая элита, в общем-то, чтобы наш президент вот так часто приходил в парламент, там, когда речь идет о демографии, да, о репатриации, там, о проблеме репатриации. Да, у нас куча, о борьбе с коррупцией. Чтобы он пришел и сказал: ребята, мне нужно жесткое законодательство, чтобы мы всех коррупционеров пересадили. Я хочу вот такого, условно говоря, видеть лидера своей страны, который вот так придет. Здесь речь даже не об Аслане конкретно Бжане, да? Речь вообще о фигуре президента, который называется лидером нации. То есть он фактически становится лидером нации, но по своим действиям он так или иначе себя, в общем-то, делает лидером определенной группы людей, не всех граждан, к сожалению. И это потом выливается вот в такие огромные проблемы, с которыми мы все время сталкиваемся. Поэтому, в общем-то, я надеюсь, сейчас мы далеко, наверное, зайдем в наших разговорах, но я хочу остаться вот в рамках заявленной темы. И я надеюсь, все-таки меня тоже слышат депутаты, наверное, да, то есть они избранники народа, и думаю, самой большой проблемой для них будет, учитывая, вот как все у нас драматично происходило, там, когда принималось там Пицунское соглашение, да, что если вот сейчас парламент не настоит на том, чтобы его доводы были приняты президентской администрации, да, и правительством, о том, что в это соглашение нужны все-таки внести определенные коррективы, да, что в той форме, в которой этот документ сейчас представлен в парламент, его невозможно подписать, нельзя подписывать. То есть, если он сейчас как бы никак не среагирует и просто даст возможность президенту подписать, а президент после этого скажет: с меня взятки и кладки, это вот парламент виноват, то есть парламент опять станет крайним в этой истории, потому что ему придется ратифицировать это же соглашение, да, которое он, в общем-то, изначально не одобрял. Так, начнем сначала. Да. Начнем сначала с того, что общество потеряло доверие ко всем, как говорится, всему политическому спектру и так далее. Вот я хотел бы сказать, что ни одна команда политическая сама себя не выбирает. Выбирает ее все-таки общество. И с этим спорить очень сложно. Вот когда и каждое общество заслуживает ту власть, которую имеет. Вот когда наш избиратель голосует по родственному принципу, по принципу финансовой заинтересованности и по всем остальным основаниям прямо запрещаемым действующим законодательством, мы получаем примерно то, о чем сейчас говорим. Вот когда избиратель голосует за человека или команду, уже дискредитировавшим себя, мы получаем то, что мы сегодня имеем. То, что ситуация будет примерно такой, спрогнозировать было несложно. Это несложно. Вот когда ты пытаешься прогнозировать, что будет, исходя из того, что было, ошибиться сложно. Теперь о том, о чем сейчас шла речь, что вот парламент должен, конечно, должен. Безусловно, парламент должен отстаивать свою позицию, основанную в первую очередь на праве. Вы говорите о том, что президент не приходил в парламент, не говорил о демографии. Это прямое нарушение закона. Он обязан приходить в парламент хотя бы один раз в год
отчитываться о том, что было сделано, и рассказывать о том, что он делать планирует. Такое послание было всего на моей памяти один раз, и то после того, что на это указала оппозиция. Кстати говоря, в парламент должен ходить не только президент. В парламент должно ходить огромное количество руководителей, ключевых руководителей, и отчитываться о том, что они сделали, и рассказать о том, что они собираются делать. Этого тоже не происходит. Вот вы говорили о том, что, вот здесь мы начинали, когда вы говорили о том, что в законе огромное количество пробелов. Мы не исполняем те законы, которые уже давно написаны. И все, о чем я сейчас сказал, на это прямо указывает действующее законодательство. Оно обязывает это делать. Вот когда вот шли выборы в парламент, я в своей предвыборной речи, как-то обращаясь к избирателям потенциальным, заявил о том, что я готов и обязуюсь открыть общественную приемную, отчитываться о проделанной работе. И как-то мне сказали, какой ты молодец. Я говорю, слушайте, это не я молодец, это давным-давно прописано в законодательстве. Я говорю о том, что я обязан делать. Это не моя прихоть или там, не мой жест доброй воли. Это то, что написано в законодательстве. Понимаете, вот, к сожалению большому, мы вот такие элементарные вещи не видим и видеть не желаем. Это очень опасно. Это так не бывает, понимаете? Так не развивается общество. Так общество развиваться не может и не будет. Потому и не развиваемся. Или развиваемся, но слишком медленно. Понимаете? Это простейшие вещи, это аксиома. Понимаете? Вот. Теперь по соглашению. Вот, находясь в парламенте, Леван Мика задал вопрос. Скажите, депутатам обратился, скажите, пожалуйста, у нас сегодня туризм процветающая отрасль? Естественно, ответ однозначный, да, процветающая. Более 80% бизнесменов, занимающихся туризмом, являются гражданами Абхазии? Да. А зачем вы сегодня своим соглашением пытаетесь задушить эту отрасль? В чем смысл? Зачем это делается? Развели руками, ответа не последовало. Понимаете, вот когда вот на такие очевидные вопросы, казалось бы, должны поступать очевидные ответы, но происходит на самом деле нечто алогичное, начинается протест в обществе. Общество начинает протестовать, общество начинает отстаивать свои интересы. А вот это соглашение инвестиционное, о котором мы говорим, оно объективно не нацелено на защиту интересов абхазского общества. Это факт. Но я вынужден буду все-таки какие-то рамки ввести в нашу беседу. Точнее говоря, заявить о том, что она завершается. Я напомню, что мы сегодня говорили о соглашении, о том, как нам жить дальше в этой стране, да, чтобы она была удобна не только власти, но и обычным гражданам. Я напомню, что сегодня у нас в студии был Ишсол Какали. Напомню, что нас можно смотреть помимо YouTube-канала «Чегемская правда». Подписывайтесь на него. Также можно нашу передачу видеть на странице «Чегемской правды» в Facebook, читать на сайте газеты «Чегемская правда» чегем.су, а также какие-то отдельные мои комментарии можно читать в телеграм-канале Налхашик «Чегемская правда». Я буду... у нас еще есть YouTube, да, там в России YouTube ограничен, поэтому мы специально открыли YouTube, и там вывешиваем наши эфиры. И, в общем, кажется, я все сказал. И что, большое спасибо. До новых встреч.